Добрый вечер, уважаемые участники онлайн круглого стола о ходе реализации реформы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов в Республике Саха-Якутия. Общественная палата Республики Саха-Якутия постоянно мониторит выполнение реформы по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами ТКО в Республике Саха-Якутия. Последний раз мы собирались год назад, в ноябре прошлого года, обсуждали вопросы ценообразования, оплаты за услуги и работы с сельскими населенными пунктами в заречной зоне и в арктической зоне республики. И сегодня прошел год, и по предложению общественного экологического движения «Защитим природу Якутии» мы сегодня собрались для того, чтобы понять, как движется реформа, и также рассмотреть обращение Макаровой Прасковьи Гаврилин. Но сценарный сценарий у нас есть, мы всем в WhatsApp разослали. Это мы планируем выступление представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Как пример деятельности регоператоров выступит генеральный директор Якутск Экосети, выступит представитель Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия и представитель управления Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. И пятым вопросом мы планируем рассмотрение, обсуждение обращения Макаровой Прасковьи Гавриловны по Вилюйскому району. И у нас есть предложение по регламенту. Докладчикам по 7 минут, для выступлений по 3 минуты. Есть у кого-нибудь возражения? Так, возражений нет. Тогда мы принимаем этот регламент. И здесь в президиуме присутствует сопредседатель Совета общественного экологического движения «Сохраним природу Якутии» Александр Витальевич Жураковский и известный эколог Иван Семенович Бурцев. Передаю слово для ведения круглого стола Александру Витальевичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Предлагаю форму проведения круглого стола сделать следующим образом. После выступающего человек выступает эти 5-7 минут, после него задаются вопросы. После этого уже, как говорится, даем уже следующему выступающему. Я здесь представляю общественное экологическое движение «Защитим природу Якутии» по Якутску арая Дахарстабулгар Сахаселиная экологическая хансаган. Мы первое свое, как говорится, мы собрались после информации о том, как прошел конкурс по вырубке верховьев реки Амга в Алданском районе, по лесу, вы, наверное, все знаете. Все вместе собрались и решили создать эту организацию. Собрали под обращением президента Российской Федерации 11 тысяч подписей и направили. И как раз тут у нас такой костяк образовался, и я бы хотел поблагодарить некоторых наших участников, которые очень активно работали. Это Шигина Анна Зиновьевна, Амгинский район, Солнышкина Роза Васильевна, Удовенко Иван Иванович, Салданского района, Городов Владислав Петрович, Степанов Иван Валентинович, Алексеев Афанасий Павлович, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Порядок проведения круглого стола я объяснил. И первым слово даю Романову Виктору Дмитриевичу, заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия, чтобы он рассказал
в общем о проведении мусорной реформы в Республике Саха-Якутия. Так, пожалуйста, Виктор Леонидович. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Видно? Добрый день. Так, если вкратце немножко осветить в течение этих 5-7 минут, да, что у нас происходит в республике в плане мусорной реформы. Как мы знаем, что с 1 января 2019 года приступил к работе новый формат в виде Института региональных операторов, которые на сегодня оказывают услуги, коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. У нас республика поделена на 5 зон. Это центральная, западная, центрально-восточная, южная и арктическая зона. Рекоператоры – это Якутск и Осетия в центральной зоне, западной зоне Мирнинское предприятие жилищного хозяйства, центрально-восточной зоне – это экологические системы Якутии, южной зоне – это МУП «Переработчик», в арктической зоне – это ГУП жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия. Охват населения коммунальной услугой он разный, в среднем по республике составляет 79%. Наибольший охват наблюдается в южной зоне, порядка 97%. Наименьший охват он составляет порядка 48%, это центрально-восточная зона. У нас основополагающим документом, который регулирует саму мусорную реформу, так сказать, да, это территориальная схема обращения с отходами. Она у нас в последней редакции утверждена 12 декабря 2019 года приказом Министерства ЖКХ. На сегодня, в текущем году, мы его актуализируем. Будут внесены определенные изменения. В октябре прошли публичные слушания, да, имеется замечание. Также данный документ обсужден на межведомственной комиссии при первом заместителе председателя правительства Алексее Засимовиче Колодезникове. Там получено также определенное мнение по этому документу, и в конце года мы планируем этот документ утвердить в новой редакции. У нас на территории, если отмечать саму инфраструктуру, да, как у нас обстоят дела, по сравнению с регионами Центральной России, у нас к моменту начала реформы никакой инфраструктуры практически не было. Из 473 свалок, на которые, да, у нас сегодня имеется, да, это так называемые санкционированные свалки. У них различные стадии оформления документов, но это, как мы знаем, это наши поселенческие свалки, которые с года в год как бы стихийно образовывались. Да. В лучшем случае под ними имеется оформление земельного участка, отвод земельного участка, ограждение, а в остальных случаях там практически ничего нету. Из 473 объектов 16 объектов включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 10 из них, то есть 7 из них это на территории муниципальных образований, то есть куда размещаются отходы, а 9 это на территории промышленных предприятий, в основном они находятся на месторождениях. В рамках реализации нацпроекта «Экология» в части создания реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» у нас реализуется ряд объектов. Приоритетными объектами, естественно, являются два крупных объекта. Это в городе Якутске мусороперегрузочная станция с элементами сортировки на 150 тысяч тонн и полигон размещения твердых коммунальных отходов, который будет размещен на 27-м километре Вилюйского тракта. На сегодня механизмы реализации этих двух проектов разные, но они взаимосвязанные. В первом объекте, это мусороперегрузочная станция, предусматривается целью именно оптимизации логистических затрат, да, то есть как бы для того, чтобы больших затрат по транспортировке не было, там осуществляется выборка полезных фракций и идет уменьшение объема отходов, то есть большим прессованием под большим давлением, да, достигается уменьшение количества автотранспорта и тем самым уменьшаются затраты по логистике. И те хвосты, которые идут на захоронение, будут размещаться на полигоне, расположенном на 27-м километре. Реализация проекта первого мусороперегрузочной станции осуществляется в рамках заключенного конституционного соглашения,
который у нас заключен вот 6 октября. Концессионером является ООО «Айлга». Застройщиком второго объекта является у нас ГУП жилищно-коммунального хозяйства, согласно утвержденной программе. У нас программа утверждена распоряжением правительства. На эти цели будут привлекаться заемные средства. Торги по определению кредитной организации прошли. Ориентировочный срок ввода этих объектов – конец 2022 года или начало 2023 года. У нас также в текущем году вы все знаете, что у нас были споры между региональным оператором и оператором полигона в части вот несогласия вот размещаемых объемов. Да, вот была построена весовая. На сегодня идет процедура вот согласования затрат для того, чтобы принять эту весовую, чтобы начать использовать в качестве определения объемов коммерческого учета. Если затрагивать саму деятельность региональных операторов, то у нас в 2022 году непростой год, да, у нас вот пандемия новой коронавирусной инфекции, она прямо повлияла на работу региональных операторов. И так сложная обстановка была связана с тем, что вот, новая услуга, низкий уровень собираемости, отсутствие, недостаточность техники и так далее. И на сегодня региональные операторы в течение 2020 года тоже испытывали финансовые сложности, да, но при этом мы пытались везде как-то вот, оказывать содействие. Все региональные операторы, субъекты силами поставили вопрос о том, что без федеральной поддержки деятельность рекооператоров не будет осуществляться. И вот в текущем году из федерального бюджета были выделены соответствующие средства для того, чтобы региональные операторы осуществляли непрерывную деятельность. Эта финансовая поддержка оказана, но она незначительная. В целом по республике составляет 69 миллионов рублей. Эти средства направлены на текущую деятельность региональных операторов. Для того, чтобы нормальную систему сделать на арктических территориях, в текущем году мы смогли обосновать и благодаря поддержке правительства реализовали механизм возмещения и финансового обеспечения лизинговых платежей региональных операторов. Да. На сегодня вот первым, кто получил такую финансовую поддержку, является ГУП жилищно-коммунального хозяйства на приобретение 51 единицы специализированной техники. Данная техника частично уже приходит, буквально завтра будет частичная приемка этой техники, и поэтапно вот в конце года и в начале следующего года будут поступать вот эти вот машины, трактора, которые вот автозимником поедут на арктические территории. Мы считаем, что это благоприятно скажется на целом на реализацию самой реформы. Также у нас, сами знаете, реализация идет национальных проектов. Да, в рамках реализации национальных проектов у нас ведется проектирование полигонов комплексной обработки, то есть с сортировочными станциями. Также вот основные моменты вот реализации территориальной схемы приняты, да, у нас это в результате реализации вот создания этой системы у нас до 30 года должны появиться там, на территории республики должны появиться новых 7 полигонов, мусороперегрузочных станций порядка 10, да, мусоросортировочных комплексов 15 единиц. Также у нас должны появиться оборудование по термическому обезвреживанию отходов 33 единицы, да, площадки временного накопления, потому что мы понимаем, что полигоны небольших населенных пунктах строить нецелесообразно, и поэтому они будут преобразованы, и отходы будут размещаться в начале пункта временного накопления, а в дальнейшем будут транспортироваться на пункты обработки. И, естественно, финансовые источники на сегодня вот ограничены. Общая потребность предварительно составляет порядка 12 миллиардов рублей. Как сказать, в рамках региональной программы, которая у нас принята, также вот за счет федеральных средств, которые мы сейчас обосновываем, да, будет планомерная реализация этих мероприятий.
Если мы касаемся нормативного регулирования, то у нас помимо вот территориальной схемы приняты нормативы накопления. Это то, что вот образуем мы, население плюс юридические лица по видам организаций. Да. Эти нормативы были утверждены исходя из измерений натурных согласно действующему порядку. Также у нас на сегодня работают и действуют порядки сбора, а также принят план внедрения раздельного сбора для того, чтобы заняться популяризацией преобразования в сфере обращения с отходами. В частности, в Якутске у нас благодаря активной совместной работе с экоактивистами установлены пункты раздельного сбора, по которым идет сбор отдельных фракций и направление их на соответствующую переработку. Вкратце все. Если есть вопросы, готов ответить. Переходим к вопросам. Ну, для затравки я, Виктор Дмитриевич, задам вопрос. Мы знаем, что по проектам, в основном вот мы по городу Якутску рассматривали, по Величку тоже так. Основание полигона как бы закрывается пленкой, да? В основном. А по федеральным регламентам, насколько я знаю, должны быть забетонированы. Тут я про природные наши эти, как говорится, говорить не буду, но дело в том, что, например, подрядчик может пленку не ту взять и, как говорится, с течением времени не будет ли, как говорится, аварии вот из-за этого. Прошу ответить на этот вопрос, потому что люди спрашивают. Хорошо, спасибо за вопрос. На сегодня технические решения по каждому проекту принимаются индивидуально. То есть, если мы сравниваем, например, объекты гражданского строительства, связанные там общеобразовательными учреждениями и так далее, у нас вот есть понятие типовые проекты, да, которые привязаны, проекты повторного применения. В частности, при проектировании полигонов у нас нету такого подхода, то есть не берется откуда-то там копированием технического решения по какому-то полигону, и он транслируется в другие населенные пункты. Каждый проект делается индивидуально. Соответственно, вот особым моментом и разделом в каждом проекте по полигонам является вот раздел ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду, в котором прописываются технические вот мероприятия, которые обеспечивают соблюдение экологических требований. То, что вы озвучиваете, что пленка не та и так далее, это, как говорится, подрядчик будет работать согласно проекту, прошедшей экологическую экспертизу. Проект, который на сегодня по любому полигону идет, да, например, независимо от места расположения, он должен пройти экологическую экспертизу. Вот как раз-таки экологическая экспертиза в составе вот экспертов, здесь вот коллеги с Росприроднадзора есть, и они дополнят, надеюсь, да, что вот осуществляется экспертная оценка соответствия технических решений вот, требований. Поэтому, если там будет принято решение, что там бетонная площадка должна быть, или там вид вот, мембраны, которая используется, не соответствует, то проект подлежит изменению. А если вот данное это техническое решение соблюдено согласно требованиям, оно проходит, и так как объекты полигона являются надзорными объектами, да, то есть поднадзорное управление Госстроежнадзора, соответственно, этот объект будет проверяться соответствующими надзорными органами на соблюдение при строительстве вот, проектных решений. Вот так бы ответил. Прошу задавать вопросы, уважаемые друзья. Можно, да? Да, Слышно? Да, слышно. Тарагайский наслед Мегина Кангаласского. Я читал вот проект, территориальную схему. И там в Мегина Кангаласском улусе, кроме поселка Нижний Бестяг и села Майя, там предусмотрена бункерная схема отходов. Бункерная схема вот, отходов. Это будет работать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Временные пункты временного накопления отходов, как они будут функционировать, и крупногабаритные отходы при этом как будут собираться и вывозиться?
Так, понял. Действительно, на территории Мегино-Кангаласского района предусмотрены вот полигоны Нижний Бестях и Майя, да, например. По небольшим населенным пунктам, которые расположены на территории Мегино-Кангаласского района, по ним будет работать система сбора в виде вот площадок накопления. Вот то, что вы говорите, бункерная схема, она и как раз-таки подразумевает обустройство площадки накопления, в которой будут стоять бункера. Так? Соответственно, по определенному графику будет осуществляться сбор этих отходов, и они будут перевозиться на вот, объекты обработки, то есть вот сортировочные станции, если там они будут, и в дальнейшем эти хвосты будут размещаться на полигоне. А крупногабаритные как? По крупногабаритным отходам вот, нам надо четко разделять, да, вот крупногабаритные отходы это что? Это не строительные отходы, это не отходы от демонтажа зданий, сооружений и так далее. Это те отходы, которые у нас потеряли потребительские свойства по итогам использования. Да, например, диван старый стал, мы его вынесли и так далее. По ним также вот при обустройстве контейнерной площадки на площадке накопления необходимо сделать отдельную вот площадку для складирования крупногабаритных отходов. Либо если там будет сформирована бункерная система, то определить бункер, в котором будут складироваться как раз-таки крупные габаритные отходы. Так, у нас вот такой вопрос еще. У нас есть решение районного суда, по которому все наследники нашего района должны вот, в 2021 году обустроить контейнерные площадки. Нам это нужно или как? Вот, как раз-таки напомню, что по 131 закону об устройстве содержания контейнерных площадках и информировании населения являются полномочиями органов местного самоуправления. Ну это понятно, так? но да, нет, я объясняю, вот, соответственно, почему это представление получилось. Потому что где отсутствуют контейнерные площадки, надзорные органы вот, требуют обустройства таких площадок. Если согласно территориальной схеме на территории вашего населенного пункта предусмотрена именно бункерная или, может быть, в виде площадки накопления, да, соответственно, там не так, как в городе Якутске, а может быть там в определенных нескольких местах крупные площадки накопления, их можно вот обустроить в соответствии с генпланом села, поставить и для того, чтобы найти финансирование на эти источники, мы поработали с Министерством финансов Республики для того, чтобы изменить методику при распределении дотаций на осуществление полномочий органов местного самоуправления. Согласно отчету Министерства финансов, эти дотации изменены и существенно изменена методика предоставления денег на эти цели, соответственно, должно быть добавление денег для того, чтобы обустраивать соответствующие контейнерные площадки в бюджетах муниципального образования. Так, а бункер, где будут стоять, это тоже наши расходы, да, последние? Да, где будет располагаться это место и так далее, определяйте вы самостоятельно в рамках ваших полномочий. Ну, естественно, рекомендуем по согласованию с региональным оператором. А как смотрит региональный оператор, здесь присутствует же? Добрый день. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Петр Юрьевич Алексеев. Я генеральный директор ООО «Экологическая система Якутии», региональный оператор по центрально-восточной зоне. Да, по Мегино-Кангаласскому району мы сейчас в настоящее время работаем в поселке Нижний Бестях и селе Майя. Работаем подрядным способом и работаем мусоровозами, да. Но в сельских поселениях, вот как и вот надзорные органы сейчас требуют, да, мы должны в 2021 году приступить уже к работе в сельских поселениях, да. И согласно территориальной схеме, как уже сказали, предусмотрен как бы бункерный способ, да. Но исходя из, как бы, надо отрабатывать с каждым поселением, с региональным оператором, да. И там, в принципе, можно посмотреть, где вот ближе, например, вот село Павловск, да, находится рядом с Нижним Бестяхом. Сейчас мы туда входим вот подрядчиком
техкоммунсервис, коммунтеплосервис, извиняюсь, да, они будут возить с Нижнего Бестяха на полигон Нижнего Бестяха, вот, с Павловска, да. Ну, надо вот смотреть географию и уже определяться, работать будем или бункерным способом, да, или вот именно контейнер-мусоровоз, или там мешковой вывоз, да. Но, извиняюсь, да, вот у меня вот видео что-то не включается. Не удалось включить видеокамеру, пишет мой компьютер. Поэтому только звук. Вот поэтому именно нам надо отработать с каждым поселением. Сейчас эту работу уже начинаем, как в Усть-Алданском районе, а также начнем в Мегино-Кангаласском районе. И также и по всем улусам нашей зоны. Отрабатывать с каждым поселением именно по начале работы в сельских поселениях. А как с вами связаться, а? Так, ну, можете как бы записать телефон, а так у нас работает сайт, работает Инстаграм, как бы аккаунт, да, работает сайт. И если в интернете наберете экологические системы Якутии, то найдете наш сайт, и там все наши контакты, телефоны и как бы адреса имеются. Спасибо. Ага, переходим к следующему вопросу. Ленский район, можно вопрос? Да, Добрый конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Видим вас. Добрый день, коллеги. У нас два вопроса. Депутат районного совета Овчинникова Людмила. Первый вопрос. Когда последний раз проводились натурные измерения в Ленском районе для определения норматива ТКО? И второй вопрос. Будут ли рассматриваться изменения нормативов с одного человека на квадратный метр? Спасибо. Пожалуйста. Так, спасибо за вопросы. Натурные измерения осуществлялись не по всем населенным пунктам, а согласно порядку, если посмотреть, да, вот утвержденным постановлением правительства Российской Федерации, измерения осуществляются по категориям населенных пунктов и видам объектов. Сейчас я не могу вспомнить, какие населенные пункты измеряли при утверждении нормативов в 2018 году. Соответственно, если необходимо, мы можем потом информацию предоставить. Но вот измерения осуществляются не во всех населенных пунктах. Вот насколько я помню, там выбиралось порядка 10 или там с лишним населенных пунктов, в которых определялись категории населенных пунктов. Категории населенных пунктов определяются сельские территории, промышленные территории, территории, в которых образуется наибольшее количество отходов, где рядом функционируют особо охраняемые территории. И вот по таким категориям определялись перечень населенных пунктов, в котором осуществлялись измерения. В части перехода с количества человек на квадратный метр сейчас переход не планируется. Как раз таки вот на последнем заседании межведомственной комиссии мы обсуждали как раз нормативы, и согласно коллегиальному решению и по результатам обсуждения, да, этого вопроса на сегодня по населению остается именно по количеству человек. Еще вопросы, пожалуйста. Уважаемые друзья. Нет? Добрый вечер. Да, пожалуйста, пожалуйста, видим вас. Глава муниципального образования Добанский Слег, Алюкумский район. У меня такой вопрос. Вот уже 3 года мы топчемся на одном и том же месте. Надзорные органы требуют от нас обустройства площадок для сбора ТКО. А получается, что мы отдаленное население, у нас нету дороги. Каким образом Мирнинское предприятие, наш региональный оператор, будет обслуживать наше поселение? И не получится ли так, что мы обустроим эти площадки, а они будут стоять, захламленное население с радостью туда будут высыпать мусор? А кто этим мусором-то будет заниматься? Кто будет вывозить, если Мирнинское предприятие до нас никак не доберется?
Давайте, пожалуйста. Так, спасибо. Вот как раз-таки вот для того, чтобы обеспечить функционирование системы сбора в отдаленных населенных пунктах, вот мы согласно территориальной схеме предусмотрели обустройство площадок временного накопления. По сути говоря, вот площадка временного накопления мы так называем, да, но месторасположение определяется органом местного самоуправления, но желательно для того, чтобы там новые участки как-то вот не обустраивать, можно, если поселковая свалка расположена недалеко, обустроить часть территории вот этой свалки. При обустройстве там необходимо просто вот твердое покрытие сделать непроницаемое, оградить и так далее. Да. Соответственно, на площадках накопления, согласно действующему законодательству, разрешается накапливать и размещать отходы до 11 месяцев. Соответственно, по результатам появления дороги, да, так называемых зимников, соответствующие машины, они должны приезжать и забирать. Возможность с прессованием в целях уменьшения объемов, да, возможность сжигания, потому что согласно территориальной схеме у нас имеется деятельность вот, и применение вот мусоросжигательных установок, которые позволяют в значительной мере уменьшить объем и массу вот образуемых отходов. Также рекомендуется вот внедрить раздельный сбор на площадке накопления, то есть те фракции, которые в дальнейшем могут быть переработаны, а это пластик, ПЭТ в основном, там картон, конечно, с системой хранения надо будет посмотреть, металл, вот эти вот части необходимо разделять. Тогда будет проще, как говорится, осуществлять транспортирование таких видов отходов. Виктор Дмитриевич, еще один вопрос. Тогда, получается, мы можем не обустраивать площадки для контейнеров, да, а обустроить только площадку временного накопления такого? Да, можете так сделать. Пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Согласно авиационным правилам от контрольной точки аэродрома 15 километров запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Вопрос такой. Если оснастить полигоны такого техническими средствами снижения массового скопления птиц, возможно ли строительство полигонов в пределах вот этих 15 километров? Уважаемый друг, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Джусан Осипов, общественный деятель. Понятно. Спасибо за вопрос, отвечу. Да, вот мы такие решения предлагали перед Росавиацией, а также правительственной комиссией в правительстве Российской Федерации по транспорту. Так? Почему? Потому что мы обосновывали тем, что у нас, как говорится, в каждом населенном пункте, исходя из природно-климатических и географического расположения, имеются аэропорты, а уход на 15 километров от населенного пункта в Арктике, это, как говорится, неразумно, да, как говорится. Соответственно, мы предлагали, что из-за того, что незначительное количество рейсов, самолеты, они, более меньшего класса, чем вот у нас вот с реактивными двигателями, грубо говоря, да, турбореакторными. Соответственно, мы предлагали применение вот отпугивающих средств и соответствующее орнитологическое обеспечение при проектировании полигонов. На что коллеги ответили, что закон трактуется однозначно, то есть 15 километров, и нам, по сути, отказали. И вот из-за этого у нас вот сейчас, вот, как говорится, жестко применяется вот отдаленность полигонов 15 километров, и у нас тактика, стратегия вот, реформирования системы обращения с отходами нацелена на колоссальное, на значительное уменьшение количества полигонов и максимальное вот применение вот термодеструкционных установок. Это то, что касается в Арктике. Потому что, по нашему мнению, по мнению экспертов, которые мы обсуждали, проектирование и строительство полигонов в Арктике практически невозможно. Так, есть еще вопросы? Давайте, если вопросов нету, перейдем ко второму выступающему. Извините, можно еще один вопрос? Давайте, конечно. Ага. А подскажите, пожалуйста, обустройство этой поселковой свалки, он происходит за счет муниципального образования или все-таки будет региональный оператор этим заниматься? Который накопительным будет являться?
обустройство площадок временного накопления, оно по сути равно обустройству площадок накопления. Соответственно, это полномочия органов местного самоуправления. Я рассказал, что место размещения определяется органом местного самоуправления, и оно может быть в части территории или на самой территории, где находится уже поселковая свалка. Вот где-то может быть частично забор уже есть там и так далее, да, у каждого своя ситуация, да, в части уровня благоустройства, обустройства. Соответственно, мы рекомендуем, чтобы эта площадка была недалеко от населенного пункта, чтобы население самостоятельно там складировало, например, да, но при этом, чтобы как-то соответствовало требованиям, которые предъявляются Санпином. Региональный оператор обустраивает, не его полномочиях. При расчете тарифов и так далее, эти затраты не включаются в выручку от регионального оператора. Соответственно, это является полномочиями органов местного самоуправления. Разрешите один вопрос? Пожалуйста. Прасковья Макарова, Вилюйский УЛОС, общественная организация «Зеленый пояс Вилюя». Я бы хотела уточнить такой момент. Я так понимаю, что в дальнейшем у нас будет, и сейчас, конечно, уже пора подвигаться к тому, чтобы уменьшать сам мусор, который выводится, потому что сейчас, конечно, уже боком стало потребление, поэтому очень много, конечно, мусора, да. И теперь такой момент, в целях даже уменьшения мусора, самой массы... Не слышно, да? Наоборот, слышно, но не видно. Я включила, но не знаю, почему он меня не видит. Лоб только виден, лоб виден. Лоб виден, да? Если так, то вы меня слышать не будете. Я лучше отключу себя, да, потому что, не такая я красавица, чтобы меня все видели. Ладно. Так, да, такой момент. Хорошо было бы, если бы, например, тарифы были бы привязаны конкретно к вывозимому мусору от конкретного человека, но это, конечно, в большей степени у нас относится к многоквартирным домам, да. Как это планируется делать вообще в целом? И второй вопрос сразу, да. У нас, например, в Вилюйске, в частности, очень большой объем мусора занимает, конечно, не совсем мусор, но очень большой этот строительный мусор от индивидуального жилищестроительства. У нас это в основном деревянное строительство, да. Раньше, если у нас работала система, которая пыталась работать, использование арболитовые дома строили, сейчас что это планируется делать? Спасибо. Так, в части уменьшения образования отходов, да, мы в данном направлении работаем, но пока работа ведется в части разъяснительной работы, мы в рамках принятого плана мероприятий по внедрению раздельного сбора взаимодействуем с Министерством предпринимательства, да, и у нас акцент на том, чтобы уменьшать само образование отходов при потреблении. То есть мы, когда приходим в магазин, всем нам дают, грубо говоря, пакеты, да, например. Из них даже эта мелочь пакета, они разделяются на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, мы разъясняем, что максимально надо применять перерабатываемые материалы. Также население мы разъясняем и пытаемся довести информацию, что необходимо использовать многоразовые эти сумки, да, как говорится, как у нас раньше было. Также в части фактического учета мусора данный способ, он имеется, и как раз-таки на сегодня он может быть реализован на фактический переход именно во многоквартирных домах, но при этом данный механизм фактического учета, то есть расчета за мусор, осуществляется при внедрении раздельного сбора. То есть, допустим, пример, в городе Якутске у нас контейнерные площадки расположены. Расчет идет на сегодня по нормативам, по количеству проживающих. Соответственно, ТСЖ или управляющая компания принимает решение о внедрении раздельного сбора, обустраивается соответствующая контейнерная площадка, где фиксируется количество фракций. И по количеству фракций идет разбивка, находится тот оператор, или как у нас называется, заготовщик вторичного сырья, который будет забирать по определенному графику вторичные фракции, и региональный оператор, который будет забирать смешанные отходы. И как раз-таки при внедрении такой системы
переходится фактически расчет по количеству вывезенных контейнеров. Оно в зависимости от того, что если максимальное количество выборки вторичных фракций будет, то, соответственно, идет уменьшение фактического количества контейнеров увозимых по отношению к нормативу. И тем самым достигается экономия при оплате за твердые коммунальные отходы. В части строительных отходов скажу, что они не относятся к твердым коммунальным отходам, да, и не регулируются действующим законодательством касаемо твердых коммунальных отходов. То, что вы говорите, что можно использовать арболитовые дома, которые позволят максимально использовать строительные отходы от деревянного, да, это строительства. Соответственно, эти мероприятия, они перспективные на первый взгляд, но все зависит от экономики. От экономики, объемов этих отходов. Соответственно, этим, по идее, могут заниматься органы местного самоуправления в зависимости от рынка потребностей, которые есть внутри муниципального образования. И от желания предпринимательского сообщества заниматься такими направлениями. Так, еще вопросы, пожалуйста. У меня есть. Давайте, пусть это будет последний вопрос, потому что у нас регламент. Всего время у нас 2 часа будет проведение нашего круглого стола. Может не хватить на 5-й вопрос, самый, как говорится, злободневный. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это из Вилюйска. Владимир Тимофеев, общественно-экологический комитет Вилюй, как депутат районного совета. У нас местность Сетабинляк. Так, идет спор насчет места размещения полигона ТУКО. Я хотел бы услышать там ваше мнение, как у вас именно мнение Министерства жилищного хозяйства. Еще выбора места. Так, отвечу, да? Да. Я хотел бы знать, если тут местное население против этого выбора, как раз идет тогда противостояние между именно руководством муниципального образования и местным населением насчет этого вопроса. Как разрешить именно этот вопрос? Спасибо. Так, спасибо за вопрос. Этот вопрос не первый раз обсуждается, да, я в том числе ездил и в Вилюйский район по этому вопросу, но позиция министерства, она такая, да, данный объект, он нужен для того, чтобы перейти на новую систему обращения с отходом, то есть уже перестать складировать отходы на территории санкционированной свалки, да, которая приносит значительный экологический ущерб окружающей среде. Соответственно, в части выбора как раз-таки осуществлялась сравнительный анализ, исходя из тех сведений, которые есть, да, но при этом есть моменты, что в момент выбора не привлекли местное население, местную общественность и так далее, да, такие высказывания были, но с точки зрения для того, чтобы минимизировать в дальнейшем влияние на окружающую среду, выбран земельный участок, исходя из того, что там сухой земельный участок, он расположен, соблюдается именно 15-километровый радиус от авиапорта города Вилюйска. Соответственно, имеется сортировка, которая позволяет извлечь полезные фракции, и этот полигон, который проектировался в соответствии с требованиями, которые предъявляются к полигонам с соблюдением всех требований. Естественно, население села Чинеке против из-за того, что данный полигон расположен в непосредственной близости Сетабиня, да, местности, но хотелось бы отметить, что там близость, она, как говорится, относительная, да, и есть регламентные требования к полигонам, то есть санитарно-защитная зона и так далее, данные требования не соблюдаются. При этом там есть естественный барьер в виде федеральной трассы,
И мы считаем, что, допустим, данный проект должен пройти экологическую экспертизу на предмет соблюдения всех требований, которые предъявляются к таким объектам, да. Пути решения, как бы видели, да, вот тут два варианта. То есть, как бы поменять участок, либо не поменять. Что произойдет, если поменять? Если поменять, то, соответственно, надо будет заново проектировать и так далее, да, то есть соответствующего. А если не менять, то можно поработать над тем, чтобы данный объект был соответствующим всем требованиям, с подключением вот населения ЧНК, депутатов, общественности, чтобы контроль над соответствием проекта всем требованиям, чтобы там никаких этих превышений там и так далее по определенным нормам не было, да. Но хочу сказать одно: любой проект, который вот подлежит экологической экспертизе, он проходит экологическую экспертизу, и по результатам которого делается заключение. Заключение о том, что, ну, грубо говоря, положительное либо отрицательное. Положительное – это означает, что данный проект соблюдает все требования, и, соответственно, никаких нарушений в части экологических выбросов у них нет. Второе – если проект не будет соответствовать, он возвращается на доработку, и есть возможность его привести в соответствие. Если, допустим, возвращаясь к тому варианту, когда необходимо поменять земельный участок, да, тогда у нас проходит определенное время, по которому вот запланировано выделение средств на рекультивацию свалки города Вилюйска. Это может, как говорится, выйти за пределы 2024 года. Соответственно, средства, которые выделены, они могут быть перераспределены другим субъектам. Вот те риски, которые на сегодня есть, и вот с учетом высказанного позиции министерства, что мы желаем, чтобы на территории республики, в том числе вот в Вилюйске, рекультивация свалок была. С учетом ограниченных средств бюджета, да, муниципального, республиканского, считаем, что если есть выделенные средства, эти средства должны быть направлены на рекультивацию этой свалки города Вилюйска. Именно влияние этого проекта мы предлагаем рассмотреть в плотном взаимодействии вот общественников, населения, для того, чтобы каждый человек, каждая заинтересованная организация смогли вникнуть в саму суть проекта, как оно будет работать и так далее. Потому что, когда я ездил, население и вот общественники не понимали, как это вообще будет работать. Есть незнание вообще функционирования таких объектов, да. Соответственно, это могло бы, как говорится, положительно повлиять на саму вот реализацию этого проекта. Так, есть еще вопросы? Давайте тогда слово, пожалуйста, даем Сазонову Владиславу Владимировичу, генеральному директору Якутской кассети, но Виктор Дмитриевич все равно остается, и когда по Вилюйску мы перейдем, тоже, если будут вопросы, он ответит. Пожалуйста, Владислав Владимирович. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. Региональный оператор Якутской кассети, генеральный директор Сазонов Владислав Владимирович. Ну, уже прошло, можно сказать, 2 года с момента того, как стартовала реформа. Я тогда от имени региональных операторов скажу о результатах деятельности и с какими проблемами сталкивается региональный оператор. Если конкретно о нас говорить, да, то Якутской кассети компания обслуживает самой большую частью центральную зону. У нас образуется 43% всего отходов, которые образуются на территории Республики Саха-Якутия. Наша деятельность регламентируется федеральным законом 89 об отходах потребления и производства и постановлением 1156 об обращении с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, сейчас наша работа строго регламентирована, да, и, соответственно, осуществляется постоянный контроль со стороны надзорных контрольных органов, с которыми, в принципе, у нас плотно ведется работа. Вот. Что касается центральной зоны, в настоящий момент у нас процент охвата составляет 81%. Остаток – это в основном у нас индивидуальный жилой сектор, индивидуальное жилое строительство. Основные причины, они элементарные, это у нас строгие требования Санпин, то есть отсутствие свободных мест, организации мест накопления, да, соответственно, красные линии, охранные зоны и так далее. И в связи с этим мы, региональный оператор, чтобы, грубо говоря, обеспечить реализацию, осуществления данной реформы, идем навстречу, конечно, муниципальным образованиям. И вот буквально с 2019 года мы
по нашей инициативе был введен бестарный способ и мешковой способ организации вывоза отходов, там, где невозможно обустроить места накопления, то есть контейнерные площадки. В этом году у нас уже 11 маршрутов, да, соответственно, у нас есть, осуществляется, то есть видно рост, увеличение охвата по центральной зоне. Вот, но, к сожалению, большая часть не охвачена по причине отсутствия инфраструктуры, то есть подъездных путей, возможности подъезда спецтехники. Но в данном направлении с городской властью города Якутска мы работаем. В принципе, с территориальными органами управления тоже диалог у нас выстроен. Думаю, что в дальнейшем у нас охват будет увеличиться. Кроме того, что город в этом году уже запланировал в будущее обустройство мест накопления, около 200 контейнерных площадок обустроить по городу Якутску. Поскольку основная задача регионального оператора – это вывести отходы. Вот. А свою задачу региональные операторы выполняли даже в период острой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Как Виктор Дмитриевич сказал, первый квартал и даже первое полугодие текущего года очень сильно пошатнуло региональных операторов, поскольку наше финансовое состояние предприятия зависит от финансовых поступлений, то есть платы за услугу, поскольку это является единственным источником. Утрированно можно даже сказать, привести пример, у нас первый квартал поступления составляли 5%. Вот, и вопрос даже стоял такой, что, возможно, выживет вообще отрасль в целом по стране. Из этого в этом году были выделены федеральные средства для поддержки региональных операторов, чтобы этот кассовый разрыв, возникший в первом квартале текущего года, как-то покрыть. И хочу поблагодарить профильное министерство, поскольку поддержало наших региональных операторов, поскольку даже можно провести статистику, из 40 региональных операторов, которые должны были получить федеральную субсидию, да, по России, получили не все, меньше половины, в том числе республика получилась. Это очень большая работа, которая была осуществлена. Вот, и мы надеемся, что дальше федеральным центром по такому же пойдем, и будет какая-то определенная поддержка. А что касается реализации реформы, мы со своей стороны проводили и проводим просветительскую работу в образовательных учреждениях. В настоящий момент у нас проводится удаленно. Мы провели больше 120 акций по городу Якутску и центральной зоне. Вот. В период также пандемии нам удалось организовать удаленный способ оплаты через все приложения, которые существуют, в том числе через банковские предложения, ввели эквайринг. В этом направлении тоже активно работаем. Ведем просветительскую работу, в том числе в интернет-пространстве, через все социальные, то есть и мессенджеры, и приложения. Кроме того, в принципе, у нас вот касаемо проблем, да, давайте лучше так. Какие проблемы? Ну, основные проблемы – это у нас, конечно же, невысокая активность предпринимательского сообщества заключать договоры с региональным оператором. Вот. Это тоже такая достаточно серьезная проблема, поскольку много организаций, которые отказываются от услуг регионального оператора, пользуясь услугами серых перевозчиков, которые не имеют соответствующих лицензий, да, и те, в свою очередь, вывозят эти отходы, и в том числе на места накопления наши, да, которые обслуживаются региональным оператором, в том числе в лесную зону и так далее. Но с этим вопросом мы, в принципе, сотрудничаем активно с Якутским комитетом охраны природы, но предпринимателей достаточно много, и многие из них в тени. Вот. Кроме того, это, конечно же, сознательность граждан. Да? Мы понимаем, что это реформа, и только мы в начале пути, и как в любой реформе имеются шероховатости. Немногие вот в прошлом году люди очень негативно ее воспринимали, да, региональных операторов. В настоящий момент, в принципе, мы видим, что уже какой-то свет в конце в туннеле есть, да, и люди уже понимают, с чем эта услуга связана, да, люди уже более, как сказать, осознанно подходят именно к образованию отходов, да, необдуманным покупкам и так далее. В этом направлении нам очень активно помогают экоактивисты, которые вот буквально с прошлого года начали экофесты, да, мы тоже эти экофесты поддерживаем и будем поддерживать. В этом году тоже экофест у нас состоялся в онлайн-режиме, но тем не менее мы его проводим и в принципе достаточно успешно. Очень много откликов от населения, достаточно позитивных. Вот. И что бы хотелось бы еще сказать, то, что нас очень сильно беспокоит, это, конечно, платежная дисциплина. Со следующего года у нас буквально заканчивается период моратория, связанный с персональных данных граждан. Да. В настоящий момент, как мы выходим из ситуации, чтобы дебиторскую задолженность покрыть? Мы сейчас обращаемся
заявлениями по выдаче судебных приказов, да, в мировые суды. Но с 1 января следующего года данных только по физическому лицу, фамилии, имя, отчество будет недостаточно. Нужно будет данные, конечно, по его дате рождения и паспортным данным. Нам это очень сильно беспокоит, потому что платежная дисциплина, к сожалению, у населения по всем коммунальным... Регламент, пожалуйста, заканчивайте. Ну, коротко так, хотелось бы напомнить то, что все-таки результат реализации данной реформы, он у нас заложен в национальные проекты, это, конечно же, является индикатором деятельности региональных органов власти, муниципальных органов власти. Региональные операторы всегда готовы идти на диалог и к совместной работе. Просто региональный оператор в единственном числе, он просто с этой задачей... Переходим к вопросам. Пожалуйста, Николай Андреевич. Вот как у вас налажена работа с улусами, ангаласскими? С ангаласским улусом у нас является, сейчас там в настоящий момент у нас вообще по районам у нас в основном вывоз осуществляется подрядными организациями. Вот. В Хангаласском улусе у нас 2 перевозчика. К сожалению, у нас в Хангаласском районе только село Бестях и Покровский, Моксоголох. Другие сельские поселения, к сожалению, охватить мы пока не можем, поскольку отсутствует инфраструктура. Но, как говорил Виктор Дмитриевич, да, то, что сейчас в настоящий момент будет уже осуществляться по программе организации пунктов временного накопления, если они будут организованы, то этот механизм, я думаю, будет работать в скором будущем. Так, вопросы еще есть к Владиславу Владимировичу? Следующий. Давайте тогда слово даем Яковлеву Семену Илларионовичу, заместителю министра экологии и природопользования лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Семен Илларионович. Семен Илларионович, посмотрите, где Министерство охраны природы. Так, Семен Илларионович, если нету, слово даем Андрееву Никите Васильевичу, заместителю руководителя управления Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. Никита Васильевич, пожалуйста. Что-то у вас там застряло или что там? Сазонова уберите. До сих пор стоит. Так, Семена Илларионовича нету, да? Никита Васильевич тогда. Никита Васильевич, пожалуйста. Семен Илларионович, может, есть. Должен быть Семен Илларионович. Посмотрите, Яковлев Семен Илларионович. Нету, да? Тогда, пожалуйста, Андреев Никита Васильевич. Есть, нет? Андреев Никита Васильевич. Ну, хорошо. Видимо, игнорирует Общественную палату товарищей. Совместный круглый стол Общественной палаты и нашего движения. Ну, тогда переходим к этому вопросу. Как говорится, сегодня к основному. Обсуждение обращения Макаровой Прасковьи Гаврилиевны, руководителя благотворительного фонда «Зеленый пояс Якут», «Зеленый пояс Вилюя». Это очень активный общественник. После аварии на Вилюе она собрала более 800 подписей под обращением к президенту Российской Федерации. И я хочу дать ей слово, чтобы она сказала пару слов. Пожалуйста, Прасковья Гавриловна. Макарова Прасковья Гавриловна, пожалуйста. Она уже выступала. Добрый день еще раз. Я бы хотела сказать и на родном своем языке, и придется на русском переключать, как его перевести, потому что, во-первых, все знаем, что у нас вот такой вопрос идет по выбору места на этот подполигон в Вилюйском улусе, да, и хотелось бы спасибо организаторам общественной палаты, что согласились провести этот круглый стол и именно вопросы поднять.
поднять вопрос вот этот. И я бы хотела сказать, что в принципе такой вопрос, к сожалению, у нас активное несогласие с выбором места выражает местное население, жители села Чиняке. Но почему вот это причиной, конечно, это, на мой взгляд, субъективный, конечно, нежелание и со стороны как администрации УЛУСа, так и со стороны районного совета, и, конечно же, не исключая местных наших властей, учитывать мнение жителей, да, и нежелание вот это ведение кропотливой работы в части по убеждению, да, но почему-то не смогли найти общий язык с населением, общественностью. Наверное, можно же было как-то, когда выборы, мы видим абсолютно другую картину, когда с каждым ведется работа, да. Поэтому я прошу, призываю всех, без деления на ваших и на наших, на левых и на правых, на власть и народ, объединив усилия помочь разрешить данный вопрос с учетом мнения населения. И если учет мнения населения и в то же время. Почему так я говорю? Потому что действие национальных программ, в том числе, конечно, в части экологии и, конечно же, строительство полигона, взамен того, что у нас делается уже с тихой натуральной с нынешней свалкой, да, направлено, конечно, в первую очередь на благо людей. Поэтому я вас всех прошу, кто присутствует, и отнестись к этому очень с таким пониманием, что, конечно, против строительства полигона людей нет, и в то же время помочь прийти к единому мнению. Спасибо вам, организаторам, и спасибо всем, кто собрался и будет участвовать. Спасибо. Спасибо, Проскура. Слово дается главе муниципального образования Лилийский район Винокурову Сергею Николаевичу. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Уважаемые участники круглого стола, в первую очередь я также хочу поблагодарить Общественную палату нашей республики за проведение этого общего нашего совещания. Что хотелось бы сказать по сегодняшнему нашему вопросу. Вообще никто не против строительства полигонов, это понятно. С мусором, со свалками надо что-то делать. Сегодня эта проблема, она уже выходит из-под контроля, это все мы прекрасно видим, знаем и так далее. Почему часть, так скажем, общественности, я не скажу, что это полностью общественность против строительства полигонов, на 556 километре. Многие члены общества также за то, чтобы этот полигон строился на этом месте. Но почему-то больше всего слышно, так скажем, противников строительства полигона на 556 километре. Здесь надо будет объяснить следующее. Да, действительно, город имеет, так скажем, свою свалку. Она не санкционирована, и находится, в 7 километрах от города, находится между двумя озерами и в 9 километрах от авиапорта Вилюйск. Конечно, все это портит, так скажем, и довольно-таки сильно, окружающую среду. И мне непонятно, именно движение этих активистов, общественников. Ведь в первую очередь они должны были выйти на администрацию УЛУСа по части старой свалки, которая сегодня не санкционированно действует. И говорит, что именно эта свалка мешает городу Вилюйску, населению города Вилюйска нормально жить, что это все, наносит огромнейший вред природе и так далее, что оно находится не на том месте и так далее, и так далее. Если бы они так подняли этот вопрос сначала, уберите эту свалку, постройте где-то новую свалку и так далее, я бы еще их понимал. Но ни одного вопроса
по действующей свалке со стороны вот этих общественных экологов за эти годы никогда не поступало. Вот, ни одного письма, ни одного возмущения. А ведь свалка-то действует по сей день, вот, и наносит огромный вред. А куда смотрят тогда эти общественные экологи? Хорошо. Тогда, значит, местные органы власти в лице устной администрации, вот, ну, как бы проявив своего рода, что ли, инициативу и так далее, решают вот этот вопрос решить. Вот. И вместе с государственной властью республики, с двумя министерствами, вот с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и с Министерством охраны природы, вот, мы совместно начали работать. 3 года тому назад была создана, значит, комиссия, вот, общая комиссия, куда вошли представители экологии, представители из лесничества, Роспотребнадзора и так далее, и так далее. Межведомственная комиссия. То есть чисто специалисты, которые должны решить этот вопрос. Люди со специальными знаниями. Среди экологов, вот общественников, нет ни одного профессионального эколога. Это тоже надо ну, как бы подчеркнуть. Это надо тоже подчеркнуть. Вот, и путем довольно-таки серьезной и большой работы вот, было выбрано место 556 километр по Вилюйскому тракту. Эта комиссия не один день и не один месяц работала. Вот. После того, как был выбран этот участок, 9 гектаров, вот, там, значит, вот эти специалисты наши, вот, значит, экологи, профессионалы-экологи, лесники, Роспотребнадзор и так далее, они ведь вдоль и поперек исходили вот этот 9 гектаров. После этого, значит, там были представители Министерства экологии, тоже профессионалы своего дела, которые имеют ну, диплом и так далее по защите экологии. Вот, все это они посмотрели и решили, что да, действительно это место подходящее. Тогда, значит, был заказан проект. Вот, и проект этот практически завершен, практически, можно сказать, уже завершен, и он, значит, должен пойти на госэкспертизу. Здесь со стороны этих общественных экологов, ну, их действия, ну, вызывают, мягко говоря, удивление. Во-первых, очень много фальши и обмана со стороны вот этих общественных экологов. Значит, распространяют слухи, что вот на этом полигоне будут храниться, значит, фрагменты ракет, вот, которые запускаются с космодрома Восточный. Что там будут возить жидкие отходы. Вот. Что оно находится непосредственно в местности Сектябельна. А ведь этот полигон находится в 1,5 километрах от этой местности. Вот. Дальше, значит, распространяются слухи, что администрация во главе, значит, с Винокуром Сергеем Николаевичем вот, строит этот полигон, чтобы украсть деньги федеральные. Это прямым текстом говорится по WhatsApp и так далее. Вот, что публичные слушания прошли с нарушением закона и так далее. То есть вот заведомо распространяются такие вот, ну, так скажем, ну, не совсем честные, что ли, вот, высказывания и так далее. Ведь народ-то это все прекрасно понимает. Почему общественные движения вот, не доводят дело до конца? Потому что они врут и обманывают население. Вот это тоже почему-то не учитывается. Вот. Вот то, что вот публичные слушания как бы прошли с нарушением законов, вот, они же подали заявление в прокуратуру. Прокуратура проверила, и вот акт этой проверки прокурору вот, нашего района. Там полностью это публичное слушание прошло в соответствии с законом. Значит, они распространяют ложные сведения. Так, теперь, вот что касается там этой местности Сектябельна. Это совсем другое место. Совсем другое место. И вот на расстоянии 1,5 километра это полностью соответствует по мнению специалистов, вот, наших экологов, вот, значит, лесничества и так далее, Роспотребнадзора, вот, специалистов Министерства экологии, что там придерживаются все регламентные требования по, значит, по санитарным нормам.
Вот. Но окончательное решение, как все знают и как все, значит, мы говорим, это будет за государственной экспертизой. Они решат, подходит это место или нет. Вот. Поэтому то, что мы сегодня пытаемся решить, вот этот вопрос, вот, ну это же правильно. Вот это правильно. И мы благодарны, значит, как Министерству ЖКХ, так и Министерству экологии, что они по всем направлениям идут нам навстречу и нам вот помогают. Я не могу, значит, как-то не верить, что ли, специалистов конкретно, которые имеют диплом эколога и так далее. Тогда зачем они учились в специальных учебных заведениях? Они же экологи, профессионалы. Вот. А я еще раз хочу подчеркнуть, что среди экологов, общественников, нет ни одного, значит, эколога, настоящего истинного с дипломом эколога. Вот эта вся шумиха, я бы так сказал, она направлена, значит, против работы администрации. Мы бы выбрали любое другое место, все равно был бы шум. Это абсолютно верно. Потому что этих отдельных общественных экологов двигает обида и месть. Вот и все. Вот если честно, жестко, правдиво, если так сказать, то это так. Вот. Вот у меня коротко все. Спасибо. Сейчас переходим к вопросам. К Сергею Николаевичу, пожалуйста, кто хочет задать вопрос главе Вилюйского района, УСА, Винокурову Сергею Николаевичу, пожалуйста. Так. Так, у меня вопрос есть. Сергей Николаевич. Василий Тимофеевич, давайте, пожалуйста. Слышно вас? Слышно. Владимир Иннокентьевич. Владимир Иннокентьевич. Ну, я сейчас слушал выступление главы муниципального района Винокурова. И, конечно, стыдно стало от того, что вы сами врете перед общественностью республики. И как раз при таком выступлении и при таком поставлении вот как вопроса или нашего противостояния, тогда мы как раз насчет полигона ничего не решим. Общественность полностью против того, что именно этот полигон размещался в близости от Сеттабиннах. И вы, знаете, ни разу не пошли на встречу с общественностью, и поэтому вот сейчас выступаете вот с таким тоном. Пожалуйста, вопрос. У меня вопрос. Каким образом вы хотите идти к консенсусу с общественностью? Пожалуйста, Сергей Николаевич. Что такое, значит, пойти к консенсусу, да? Ничего не признает. Любые доводы, при этом доводы это, значит, ну, практически, которые опираются на уровне, значит, знаний профессионалов, экологов там и так далее, профессиональных экологов. Вот. Во-первых, значит, самое главное, вот еще раз хочу подчеркнуть, госэкспертиза, где работают, я очень надеюсь на это, профессионалы своего дела, они должны будут решить этот вопрос. То место, значит, которое нашли наши специалисты, вкупе совместно со специалистами Министерства экологии, она верна или нет? Наносит ущерб, значит, экологии, окружающей среде или нет? Вот, там изыскательская работа была проведена. Никаких, значит, подземных, подводных, значит, этих водных источников там нет. Там действительно лес. Никакого там аласа и так далее вот на этих 9 гектаров нет. А ведь распространяют слухи, что там местность для пастбищ и так далее, и так далее. Но это же вранье, Владимир Евгеньевич.
там лес. Вот. Там лес. Поэтому то, что вы говорите, ну, мягко говоря, тоже непонятно. А вы говорите, что общественность вся против. Кто против? Мы собрали множество голосов населения, которые за полигон. А вы сколько собрали? Владимир Никитич? Вот. Несколько раз меньше. Вот. Поэтому то, что вы говорите, мягко говоря, ну, по крайней мере, для всех нас, работников и так далее, которые работают по данному вопросу, абсолютно непонятно. Вот. Да. Вы сами, между нами говоря, что-то не то. Все, ответили, да? Ну, я тут пару слов хотел бы добавить все-таки в защиту экологов. Я скажу, что в нашем движении 4 доктора наук и заслуженный эколог Российской Федерации. То есть, в принципе, у нас профессионалов хватает. И прошу все-таки быть более, как говорится, добрыми, толерантными друг к другу. Как бы слишком жестко тоже вопросы ставить не надо. Наша задача не поругаться друг с другом, а найти общий язык. Пожалуйста, у кого еще вопросы к Сергею Николаевичу? У меня вопрос. Пожалуйста. Представьтесь. Нифонова Ирина Васильевна, депутат районного совета депутатов. Да, мы вам слово тоже дадим. На образование Чернышевский наслед, село Чинике. Сергей Николаевич, а сколько людей в Вилюйском УЛУСе состоят на учете по инвалидности? И в том числе детей? Вы знаете, сколько? Детей с ограниченными возможностями здоровья. Это вопрос первый. А еще у меня вот такой вопрос. Вот видите кадастровую карту. Где здесь? Вот место меня. Вот через дорогу, вот квадратом, здесь, вот полигон, да, на 9 га. 700 всего метров. Откуда вы взяли, что здесь километр с чем-то? Здесь всего нет 700 всего метров же вот. Откуда вы взяли? Вы сами посетили вот эту местность? Скажите, пожалуйста, перед республикой. И почему вы так говорите, что вот вы собрали вот подписи, да, от населения? Вы же вынуждали работников, бюджетников. Мне звонили из села Кюлицы, да, Первокулицы, что вы вынуждали работников подписать вот такие таблицы. Пока у меня все. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Хорошо, Ирина Васильевна, я отвечу на ваши вопросы. На первый вопрос я, к сожалению, точно сейчас сказать не могу, потому что этих цифр сейчас у меня рядом нет. Вы не знаете, даже не интересуетесь. Я не совсем понимаю, какое отношение эта инвалидность имеет вот к этому полигону. Прямое отношение. Второй вопрос. По расстоянию. Там 700 метров. Но еще раз хочу сказать, вот, от дороги, от федеральной трассы там 300 с лишним метров. Вот. Там, по другую сторону 800-900 метров. Какие вы взяли 700? Давайте вот мы сами, вот придете к нам, и мы измерим. И посмотрим, кто из нас прав. Так, давайте. Все, на 2 вопроса ответили. Еще есть вопросы? Пожалуйста, переходите. Вопрос можно? Пожалуйста, задавайте вопросы. Еще нас обвиняет в том, что мы заставляем людей подписывать. Ничего подобного нет. Это честно. Вот поэтому я вот не совсем понимаю вот общественных экологов. И потом, я же говорил насчет наших экологов. Вот, они вот тех экологов, которые у нас находятся там в Якутской республике и так далее. Вот именно этим нашим полигоном-то против этого выступают наши экологи, вилюйские. Среди них нет ни одного профессионального эколога. Давайте, пожалуйста, есть вопросы еще к Сергею Николаевичу? Так, вопросы друзья, коллеги. А у меня есть. Давайте, пожалуйста. Виктор Платонов, депутат районного совета. В общем, как я депутат районного совета, очень прошу, конечно,
нам надо найти общий язык. Вот, правильно. Абсолютно правильно говорите. И тем нам, депутатам районного совета, постараться провести среди населения разъяснительную работу. Вот тут уже как бы строительство полигона нужна всем жителям города, Чинаке, Экунды и тут прилежащих населений. И поэтому сесть за стол переговоров и все это как бы прийти к какому-то деловому консенсусу и все-таки, вот как Министерство ЖКХ и экологии Виктор Романов сказал, что необходимо этот полигон построить. Вот. Вопрос, пожалуйста. Вопроса нет. Пожалуйста. У нас вопрос. Пожалуйста, задавайте. У нас есть вопрос. Давайте, задавайте, пожалуйста. Представьтесь. Житель Чиняке, Вилюйского улуса, Иванов Айон Михайлович. Вот я Сергею Николаевичу даю такой вопрос. Пожалуйста. Уважаемый глава, ответьте, почему, если от аэропорта 15 километров надо полигон построить, почему сейчас возле порта сливается жидкий отход 3 года? И когда несанкционированную свалку делали возле Чочуйской развилки дорог, Вилюйской федеральной дороги, вы тоже были там главой Вилюйского, Вилюйска. Вот почему вы это повторяете, эти ошибку? Сейчас делаете по другой стороне Вилюйска, по автодороге Вилюй, а в прошлый раз делали в сторону Верхневилюйска. Мы Понятно. опасаемся, потому что там хорошая была сосновый бор, а сейчас человек летом не подходит туда, где свалка не санкционирована. Понятно. Все, хорошо. Давайте, ответьте. Хорошо, я отвечу. Я отвечу на ваши вопросы. Начну с последнего вопроса. Почему вы не посмотрели место и так далее в сторону Верхневилюйского округа? Учитывая эти 15 километров. Эта комиссия в этом направлении до Чебыды доходила. Они все это посмотрели. Но там местность, нету ни одного местности. Почему? Потому что там очень много водных источников. Маленьких озер, ручеек и так далее. Там нет ни одного места. Комиссия, которая межведомственная, куда вошли, как я еще раз хочу сказать, работники экологии, Министерство экологии, отделение наше, лесничество, Роспотребнадзор, они ведь туда, ездили много раз, смотрели и так далее, ходили вдоль и поперек. Там нету местности. В сторону Якутска, да, нашли это место. Потому что там действительно учитывается и 15 километров и так далее. Но есть санитарная зона, по регламентным требованиям, там же всего 500 метров. А Сектор-Ильнаха 1,5 километра, 3 раза больше. Потом вы почему-то не говорите о ваших несанкционированных 2 свалках рядом с вашим поселком, рядышком. Ведь они тоже наносят очень большой вред вашему поселению. У вас 3 свалки. 2 из них несанкционированных, и находятся они рядышком с вашим поселком. Почему об этом не говорить? Почему об этом не говорят общественные экологи? Они же еще больше вреда наносят вашему поселению. А этот полигон будет находиться, если он будет построен, если государственная экспертиза даст положительный результат, находится в 6 километрах. Теперь, что касается жидких отходов. В свое время, мы 2 раза выносили в районный совет, это Владимир Никитич там, наверное, слушает, депутат районного совета и Виктор Николаевич. И надеюсь, что они не дадут, соврать.
2 раза вносили, значит, 10 миллионов на проектные работы по этому КОС, канализационно-очистительным сооружениям, чтобы вот этих жидких отходов. 2 раза мы получили отказ. Депутаты, вот эти общественные, в том числе Владимир Иннокентьевич, проголосовал против. Это было. Так ведь, Владимир Иннокентьевич? Было. Вот, поэтому вот, я очень надеюсь, что все-таки, к сожалению, вот, население вводит в заблуждение вот эти общественные экологи. Вот, при этом применяя, ну так скажем, мягко говоря, не совсем порядочные методы. Это есть. Это есть. Может, есть вопросы? Вы уже ответили, Есть да? Да, у меня есть... Слышно меня, да? Пожалуйста, да, слышно, слышно. Меня зовут Орлосова Мария, жительница села Чиника. Я бы хотела, ну вот я многодетная мать, мама и председатель родкомитета школы Чесош и детского сада Слушчан. И сама я занимаюсь пчеловодством. Вот я боюсь, вот в следующий год я собираюсь хочу получить грант, если получится, конечно, но я с 2017 года занимаюсь этим. Мне не хотелось бы, чтобы в этой местности было строительство полигона. И у меня вопрос, вот, если будет строительство полигона, то с каждой семьи будут как брать? На каждого человека вот за то, что он приносит туда свой мусор? Или с семьи, или с частников? Как будут? Ну, это скорее, наверное, министра скорее вопрос, да? Да. Пожалуйста. Ну да, я задавала такой вопрос. Я письменно отправляла, но ничего какого ответа не было. Может, здесь, да? Сергей Николаевич? Да, здесь, по начислениям расскажу, да, повторюсь даже. Начисление осуществляется на количество человек. Это нововведение было вот как раз-таки с внедрением реформы. Почему? Потому что, ну, как сказать, большинство, да, даже на федеральном уровне считает, что мусор образуется от количества человек. Поэтому рекомендовано было определить нормативы на одного человека, соответственно, начисление осуществляется по количеству человек. Естественно, у субъектов был выбор, да, при применении по квадратным метрам, либо по человеку, но обсудив это на межведомственной комиссии вот давно, да, вот перед утверждением нормативов и на общественном совете министерства, приняли решение, что нормативы должны быть на количество человек. И какая сумма будет? А вот, например, многодетным нам же будет сложно. Здесь у нас семьи даже есть, у которых по 8, по 9 детей. И как мы будем с этим справляться? Да, в части, допустим, вот стоимости, да, стоимость рассчитывается на человека. Сейчас тариф, вот я не могу сказать, сколько там, 100, по-моему, или 106 рублей, где-то так было на человека. Соответственно, если семья из 5 человек, грубым расчетом можно сказать, что это будет 500 рублей, да. Но при этом, если семья испытывает сложности с оплатой коммунальных услуг, а твердые коммунальные отходы являются коммунальной услугой, наравне с централизованным отоплением, наравне с газом, наравне с электроснабжением, соответственно, если в совокупности семья имеет больше затрат, чем на 15% от общего дохода, ну, среднего дохода на семью, да, соответственно, эта семья имеет право получить субсидии на возмещение части затрат по коммунальным услугам. Данная государственная услуга оказывается у нас от агентством субсидий. Территориальные отделы, они находятся практически в каждом районе, в Велишском районе тоже есть. Соответственно, за консультацией можно обратиться вот в агентство субсидий и, ну, как бы уточнить. Да, если там будет соответствие критериям, то вот эти средства можно получить в виде субсидий. То есть обязанность по оплате по человеку все равно сохраняется, но при этом в совокупности по электроэнергии, по газу и так далее собираются данные, и они рассчитываются, и разница, которая идет вот выше нормы, которая установлена, может быть получена от государства в виде поддержки. Добрый день. Можно задать вопрос, да? Да, пожалуйста, задавайте. Ну, не задать, а уточниться. Говорит Захарова Юлиана Федоровна, народный депутат Илтумена от Вилюйского района.
Я в курсе этой проблемы тоже. Вот, правда, сейчас нахожусь в отпуске, но тем не менее прочитала в чате. Это даже не вопрос, просто читаю в чате, что пишут обратить внимание на приказ мониторинга под номером 66. Кто-то там пишет, да, можете прокомментировать этот вопрос? А потом уже, если что, я задам вопрос уже конкретный. К Сергею Николаевичу, да? Нет, вопрос не Нет, Сергею Николаевичу. Про переписку в чате, да, я Да. вначале объясню, а потом Анна Ивановна вот может прокомментировать. Ну, давайте. Это связано с Или- перечнем да. документов, которые связаны к свалкам. Да, на сегодня у нас, вот я вот в докладе озвучивал, в ГРРО включено в 16 объектов. В целом по республике у нас 473 свалки. Они по законодательству не должны функционировать, да, соответственно. Но, понимая острую проблему, на федеральном уровне принят приказ Министерства природных ресурсов России, да, соответственно, 303 приказ, так называемый, который позволяет включить в перечень те объекты размещения свалки, которые не имеют документов, и осуществлять их функционирование до 1 января 2023 года. Формированием перечня занимается Министерство ЖКХ, мы направляем Министерство природы. Соответственно, вот Дабанский наслег спрашивает, уточняется о том, что вот некоторые пункты, согласно приказу, как их исполнять. В части КПП я ответил, дал контакты, плюс здесь пошел вопрос о том, что нужно представить программу мониторинга. И вот Анна Ивановна дала ссылку, что нужно обратить на этот приказ, и если есть возможность, Анна Ивановна, может быть, чуть-чуть кратко. Да, вот я хотела бы послушать Анну Ивановну, потому что, ну, видимо, специалист, так как ссылается на нормативные документы, я бы хотела ее послушать, если вы не против. Анна Ивановна, это кто? Ну, вот в чате пишет, сейчас скажу-ка. Анна фамилию.Ивановна Гальчишак, директор Гальчишак. компании «Стройград», которая занимается проектированием вот таких вот объектов. Проектант, да. Ну вот как раз, оказывается, по существу, да. Она здесь есть, пусть дайте ей слово. Гальчишак. Есть такая, нет? Нету, видимо. Так, вот есть вопрос. Так, это кто у нас? Так, глава Первокулянского наслега Вильюйского района Аял Петрович Новиков. Вот Ирина Васильевна, у меня вопрос. Пожалуйста. Вот, да, я что-то не понял, при чем здесь Первокулянский наслег? Отвечайте. Что там будет? Сергей Николаевич, вопрос, да? Здравствуйте, Ял Петрович. Насчет таблицы, да? Мне звонила учительница Первокулецкой средней школы, и она мне говорила, что по приказу начальника образования вот надо подписать обязательно в порядке таблицу вот эту, где поддерживаем строительство. И здесь написано 556 километр. Дорогие земляки, Ирина Васильевна и Аял Петрович, давайте, может быть, все-таки послушаем специалистов, да? Да. Давайте будем не спорить, это все-таки мы, да, республиканского значения, круглый стол. Прошу более корректно отозваться и послушать специалистов, профессионалов. Анна Ивановна говорит, что она вот подключилась, я бы все-таки очень хотела бы ее послушать. Давайте, пожалуйста, посмотрите, как фамилия это у нее. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Анна Ивановна, давайте, пожалуйста, вам слово. Вас плохо слышно, можете громкость увеличить? Мы так поняли, вы проектант, да, непосредственно. Специалист именно по проектированию. Ну вот как раз, вот мы должны разобраться по существу. По полигону. Давайте. По программе мониторинга, вы слышите меня, да? Очень далеко, очень далеко. Очень плохо слышно. Да, вы... Слышно? Чуть лучше. Давайте попробуем услышать, да, давайте, время идет. Те, кто не выступает, отключите, пожалуйста, звук. Из-за этого много человек подключилось. Включили звук, поэтому ее плохо слышно. Нет, звук отключен. Слышите, да? Да, сейчас слышу чуть-чуть. Хорошо.
Значит, по программе мониторинга ее составляет собственник объекта размещения отходов. То есть, если вы собственник свалки, вы сами должны эту программу составить. Приказ Минприроды я вам указала, там все расписано. Есть также очень много ГОСТов по объектам размещения, как проводить экологический мониторинг. Значит, программу ваши специалисты могут составить, но сам мониторинг только с привлечением аккредитованной лаборатории, то есть с привлечением в лабораторию ФБУЗа, Центр гигиены и эпидемиологии или лаборатория ЦЛАКи, или же еще у нас есть лаборатория в Минприроде. Понятно, да? Понятно, ага. Вот я немножко добавлю, да, Анна Ивановна. Хочется сказать, что к объектам размещения предъявляются такие требования, в частности, вот реализация программы мониторинга с привлечением специализированной организации. Соответственно, в каждом объекте, если мы предполагаем, что даже вот относительно Чинеке, если говорить, да, допустим, объект построен, для него обязательным порядком, согласно приказу, делается программа мониторинга. Специализированная организация, как озвучено, да, этот ФБУС и так далее, Центр гигиены, специалисты осуществляют отбор проб почвы, воздуха и так далее, да, водных объектов. Соответственно, они проводят мониторинг и выявляют, влияет ли этот объект на окружающую среду или нет. Соответственно, если там что-то выявляется, своевременно принимаются определенные меры. Но если объект построен с соблюдением всех требований, да, и применяются, как говорится, перспективные технологии вот, решения, то, в принципе, никакого влияния не должно быть. Но мониторинг, он обязателен. Так, есть еще вопросы к Винокурову Сергею Николаевичу? У меня есть. Пожалуйста. Вот. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У меня такой вопрос. Где еще в Вилюйском Улусе планируется строительство подобных полигонов? В будущем? Да, в будущем. Спасибо за вопрос, Рустам Русланович. Вот, в будущем, если у нас этот проект завершится, я в это верю, вот, и что мы это сделаем. Вот, это сделаем совместно с двумя министерствами, потому что это хорошее и доброе дело. Вот, то планируется, значит, еще 3 дополнительных полигона. Одно, значит, за рекой, то есть за речи, и 2, значит, здесь, по этой стороне, это в сторону Жумконца, Люкачан, значит, Ильганга, один, значит, полигон, и в сторону Нижневилюйскую. Вот, это Хампа, Борован, Тынпы и так далее. Вот еще один полигон. Это в будущем. Планируется. Вот на полигоне 556, вот этот полигон ведь будет возить, значит, мусор, твердый бытовой отход, значит, не только вот город Вилюйск, но и, значит, Сырбов, Кадамда, значит, Ченеке, Сосновка, значит, Экюнды. Вот, поэтому вот, будет решаться вопрос свалок, в первую очередь, практически санкционированных свалок у нас нет, не санкционированных свалок нескольких поселений. Вот, если у нас будут построены, значит, 4 полигона, будет работать, в будущем, так вот скажем, помечтаем, то практически почти вопрос свалок будет решен положительно. У меня все. Дальше, пожалуйста. Есть или нету? Нету, видимо, да? Тогда даю слово ветерану. Есть вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Вот как справка, вот Общественной палате республики, да, этот 556 километр был избран, потому что там есть подстанция, вот электрическое сооружение и газ есть. Поэтому Сергей Николаевич вот это место держится за теми когтями, потому что там это есть электричество и газ. Но это понятно, как это экономической стороны. Но надо дальше посмотреть, потому что вот экология самое главное в нашем вот ранимом республике. В Вилюйской экологии вы все знаете, как у нас все разрушено, все бассейн Вилюйского вот реки Вилюйская, сколько там пострадал из этой алмазной вот провинции. Вот я хочу вот, чтобы
все ушли, когда будете вот это дело рассматривать. Хорошо, спасибо. Ага. Есть еще вопросы к Сергею Николаевичу? Я сразу отвечу. Да, действительно, чтобы строить полигон, чтобы он функционировал, значит, нужны газ и электричество. Такой полигон, значит, там не будет. Да? Поэтому это, соответственно, значит, те направления, которые необходимы для того, чтобы сделать полигон. Да, там есть рядом газ, есть электричество. Вот. Теперь, вот, Айон Михайлович, вы говорите, найдите другое место. Вот когда была телепередача «Талбан», по нашему полигону, специально, вот недавно, буквально, там одна жительница, вот туда Черняка посоветовала от имени общественности, говорят, этот полигон построить между Накачаном и Генге. Это ровно от города 200 километров. 200 километров, потому что ну, расстояние такое, 200 километров. Вот представьте, Айон Михайлович, вот, за 200 километров возить мусор. В том числе мусор Черняка. Свалку. На полигон. Сколько будет стоить тариф? Вот вы же сейчас подняли вопрос тарифа. Поэтому, вот, Айон Михайлович, я очень прошу, когда значит, вот поднимается вопрос строительства полигона и так далее, вот когда предлагаются какие-то значит, варианты, все-таки учесть все моменты и только после этого как-то вот выходить. Ну, представляете, за 200 километров возить мусор. Кто будет это делать? Ну, это же вообще нереально. Вот, поэтому вот, должна знать, прежде чем вот какие-то предложения предлагать. Ага, спасибо, Сергей Николаевич. Еще вопросы есть, Сергей Николаевич? Если вопросов нету, переходим. Даю слово ветерану экологического движения, отличнику охраны природы Республики Саха-Якутия, члену Союза журналистов Республики, почетному гражданину Сунтарского улуса Бурцеву Ивану Семеновичу. Пожалуйста, Иван Семенович. Ну, сначала надо отметить, это проблема мусора, так называемого твердого коммунального отхода. Это проблема, это боль еще с того века. Это не только Вилюйского района, это не только республикой, это во всем мире. Это надо отметить. Это головная боль, проблема большая. Но мне как члену общественного комитета Вилюй и защитим природы Якутии, жители Вилюйского улуса обратились вопросами и прислали ВОЗ. Оценка воздействия на окружающую среду – это раздел проекта этого полигона. Но я удивился посмотреть это. Это не такой простой, значит, документ. Там много чего написано, очень много не отрицает. Например, вот полигон может выбросить, значит, 16 наименований вредных веществ. В середине, значит, вот сероводород, бензопирен, формальдегид. Это очень опасные вещества. В этом они не отрицают документы. Так, теперь пишут большинство направлений ветров годовых. Это идет Черняке и Вилюй, и Сосновку, дует ветер. Это значит, все это то, что выпускает, выбрасывает полигон, могут идти на эти места, Вилюйск и Черняке, Сосновку. Так еще есть такой, значит, 32% от общего отхода приходится на продуктовые отходы. То есть это год 3000 тонн. И возникает вопрос, значит, это почему-то они не обсудили, не выяснили,
как от них избавиться, какой запах пойдет. Ничего нету. Потом они не отрицают, значит, такие слова, допустим, на территории района работы распространена вариальная группа растительности, значение вариальной растительности велико, леса, как источник древесины и многих недревесных ресурсов, грибы, ягоды, пушные звери, птицы, скобки. Долинных и приозерных комплексов, как основной базы сенокосов и пастбищ. Растет значение и разнообразие лекарственных пищевых растений в составе вариальной растительности. И потом вот мероприятие по охране атмосферы воздуха включается много. Как его понизить, как избавиться от этих. Это все есть в документе. Документ ОВОЗ есть. Они не отрицают. Вот потом, с другой стороны, значит, многие, ну не то, что многие, а местные говорят, там много озер. Это целая экосистема, оказывается, септаминная. Там озера, овасы прекрасные, луга, пастбища, все там есть. Там есть 8 озер, называют меня. Септаминных, Нельбектер, Оравна, Тагас, Кутруга, Дюкка, Лемпере, Кюнде и прочее, так? И там они все рыболовные. Вот. Это тоже надо было учесть, видимо. Потом, значит, в прошлом, это, ну, наслед Чернышевский, сам название наследия. Это первый, значит, демократ, сами все знаете. Не зря, видимо, называли наслед. Там был совхоз имени Степана Арзакова. Передовой был совхоз в районе республики. Очень славные люди были. Вот такие вещи надо было, видимо, учесть, когда выбирали. Потом мне говорили, значит, когда проводили игры Манчары, на второй день всех спортсменов возили туда, в Септаминных. Потому что там прекрасная природа, чтобы отдыхали, там время проводили. И потом республиканского значения там проводили Монха. С Якутска ездили, оказывается. Богатые рыбы. Вот. И там, значит, посещали, вернее, там участие приняли, вот недавно совсем мне рассказывали, документов есть. Сахамин Миланов Афанасьев, министр экологии, Дмитрий Садовников, министр. Это 2 члена правительства. Вот когда я написал письмо, статью Туймада, все эти вещи учил и внес туда. И изъявил желание, значит, можно было этот вопрос решить в районе, не вынося в республику. Сейчас могут вынести на всю Россию могут, потому что люди не хотят. Люди вообще хотят полигона, но не там. Вот в чем дело-то. Они пикетировали и заявили свое нежелание, чтобы там был полигон. Понимаете? А вот почему-то руководство района не хочет слышать все это. Поэтому обижаются люди, конечно. Когда я слышал, там ученика, маленький поселок, там 20 человек онкозаболеваниями, это, конечно, беспокоит. И меня беспокоит, и их беспокоит. Поэтому я их понимаю. И верю даже им. И мое желание, конечно, этот вопрос надо было решить. Потом там в документе его написано на 20 лет рассчитано. А почему 20 лет? А почему не 50, 100 лет? Потом через 20 лет опять искать какое-то место. Жители указывают, где можно разместить этот полигон. У нас в Якутске, значит, общественность услышали, руководство услышало общественность.
И они перенесли, значит, на 27-м километре. Будет сейчас полигон. А там 17 километров. Где-то в пределах 30 километров можно было бы найти, видимо, считаю. Вот такая история, значит, я бы хотел, конечно, чтобы решили на месте и всякого, компромисс, как говорят. Да и потом вот я говорю, 2 члена правительства там были, они могли бы решить. И решить, Сергей Николаевич убедить, сказать, доказать. Сахамин Матвей Миланович Афанасьев, это эколог номер 1 в республике. Он все знает. Он мог бы это сделать. И Садовников все знает. Могли бы сделать. А почему-то вот не может решать. И потом, ну что говорят, это у всех улусов, конечно, это проблема большая. Я по всему Вилюйскому улусам работал, все знаю. Насчет денег, хорошо, что дали, значит, Нюрбинскому улусу. Это очень хорошо. А вот дали Миринскому улусу. Там Алроса живет, мусор Алроса, отходы все алросовские. Почему им дали, допустим, дали бы Сунтарскому или Верхневилюйскому? Тут тоже вопросы какие-то есть. Поэтому я в статье своей все это включил. Вот Сергей Николаевич, значит, общественники, вот на пенсию выйдете, придите к нам, вместе будем работать, очень подготовленным человеком придете, пожалуйста, будем защищать своим. А вы, я слышал, сколько лет воюете со своими, значит, населением своим, народом своим, ну, воюете и воюете. У вас же забот много. Сколько строить надо, газификации надо. Завод же много. А вы, я вижу, вы воюете своим народом, населением своим. Давайте компромисс и решать на месте. Найти хорошее место и на 100 лет этот полигон построить, а не 20 на 20 лет. И будет все рады. Пожалуйста. Все. Так, вопрос у Ивана Семеновича есть. Осталось 6 минут. Вопрос у меня, Платонов Виктор Николаевич. В общем, уважаемый эколог, ну, разрешите возразить. Я работаю в авиации больше 40 лет в аэропорту Вилюйск. И могу со всей ответственностью сказать, что роза ветров как раз со стороны Чинака, со стороны города в сторону Верхневилюйска дует. Вы, жители Чинака, наверное, не скажете, что Платонов обманывает. Самолеты садятся именно над Чинака проходят. Они напротив ветра садятся. Понимаете? Поэтому вот это неверная информация, во-первых. Во-вторых, вот вы сказали, каскад озер и экосистема связана, правильно. Но каскад озер-то, водораздел-то выше Чинака и города Вилюйска находится. Поэтому если мы построим полигон в сторону Верхневилюйска или там в сторону Самалыра, там вот где ровно озеро, да, вы сказали, то вся половодье проходит через город Вилюйский, через Чинака. А сейчас вот этот выбранный полигон, он как раз ниже города и ниже Чинака находится. Ну, если вот так пошло, что этот полигон будет, не будет соответствовать экологии, то вся это пойдет на реку, а не на поселок. Понимаете? Давайте я отвечу. Ну, поэтому надо же на месте разбираться, то, что, ну, верить в том, что специалисты это все делали. Уважаемые, давайте эмоции приостановите. Давайте приостановите, пожалуйста, эмоции. Время осталось 4 минуты. Ветераны авиаторы, значит, сталкивают. Вот ОВОЗ, документ, раздел этого проекта. Там и написано «Роза ветров». Какой градус? Все по градусам. Я вот это взял, отсюда взял. А я не выдумывал. Документы, пожалуйста, поднимите и посмотрите. Пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста, Иван Семенович, еще вопросы? Осталось 3 минуты у нас, уважаемые друзья.
Тогда можно я подытожу, да? От имени жителей села Чинике мы еще раз требуем по выбору места по выбору, да, места вот строительства перенести на другое место. Вот сегодня Виктор Романов тоже выступил, мы его тоже не поняли. В тот раз он тоже так говорил поверхностно. Это не группа людей, а это жители села Чинике требуют перенести на другое место. Так, все, спасибо. Ага. Да, спасибо. Пожалуйста, слово Николаю Андреевичу для завершения нашего круглого стола. Так, ну, большое спасибо всем, кто принял участие на сегодняшнем онлайн-круглом столе. Очень радует то, что у нас география участников была очень обширной. Очень много представителей различных улусов приняли участие. Ну, даже вот выступили представители Ленского и Алекминского улуса, Кангаласского улуса. Ну и вот мы собрались по обращению представителей Вилюйского улуса. Вот, ну, давайте для принятия решения у нас в основном тут такие меры, да, то есть мы постоянно как бы контролируем. Это принять меры к выполнению региональной программы развития системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Саха-Якутия и региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Вот. Ну и Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства усилить контроль функций мероприятий за соблюдением экологических требований федеральных законов. Так, ну и в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Так, ну и что касается обращения жителей Вилюйского района, мы заслушали большой спектр участников. Вот выступил депутат Илтумен от вашего улуса, глава улуса, выступили главы наслегов с вопросами, причем здесь наш наслег, и представители наслега Чинике и депутаты улусного собрания. Мы чувствуем, что у вас в улусе нет единого мнения по данному полигону, вот, но тут нам надо принять какое-то решение для включения вот в решение нашего круглого стола. Вот, но сейчас мы заслушали общественность. Общественность в основном представлена наслегом, да, селом Чинике, Чернышевский наслег, и они выступают против данного полигона. Вот, но представители других наслегов и представители улусной администрации, они за строительство полигона. И с учетом того, что уже 3 года ведется работа по подготовке документации и так далее. Поэтому, ну, наверное, мы примем такое решение, что еще раз в улусе надо обсудить, правильно? Иван Иванович? Наверное. Да, то есть все-таки компромисс найти. Да, надо какой-то найти компромисс с учетом всех высказанных мнений и факторов. Да, то, что наличие электричества, наличие газа, потом этот роза ветров и так далее. То есть вот вам в улусе, вот мы Сергею Николаевичу рекомендуем провести еще одно такое вот обсуждение с привлечением вот псевдоэкологов Вилюйского улуса и, возможно, псевдоэкологов Республики Саха-Якутия. То есть это вы письменно просим еще раз направить предложение по включению в решение. До какого числа нужно вот письменное предложение направить? До понедельника. Да, до понедельника. На сайт Общественной палаты. Да, на почту. да, на электронную почту Общественной палаты отправьте. Хорошо. Ну все, спасибо за работу. До свидания. Спасибо.